А еще республика нуждается в свежем притоке талантливых молодых людей, способных развивать города и районы. Об этом заявлено на видеоконференции, которая связала Сыктывкар с Москвой, где в нашем представительстве собрались студенты вузов. Они пришли, чтобы узнать о возможностях для себя в родном регионе. На ответы будущих специалистов ответили руководители исполнительных органов власти. Елена Кононова о том, как это было. По ту сторону экрана Москва. В представительстве республики в столице страны собрались студенты столичных вузов. Здесь не только уроженцы Коми, но и молодежь из других регионов, которые тоже заинтересовали перспективы трудоустройства в нашей республике. Первый вопрос о социальных льготах. Сыктывкаре отвечают, одна из самых весомых мер поддержки молодых специалистов – выделение субсидий на приобретение дома или квартиры. До 30% ее стоимости в городе и до 70% стоимости жилого помещения при переезде в сельскую местность. Для этого молодой семье должно быть не более 35 лет. Довольно высокая планка на самом деле. Семья может быть как с детьми, так и без детей. И в любом случае она может претендовать на эту выплату. Есть и условия определенные, которым семья должна соответствовать. В Ухте и в Воркуте молодым специалистам предоставляет муниципальное жилье. Кстати, там сегодня есть свободные вакансии в образовании, медицине и социалке. Кроме того, молодые кадры всех отраслей непроизводственной сферы в первые 3 года получают существенные доплаты к окладу. А не подскажете, в сфере гос- и муниципального управления могут работать только студенты, которые обучаются по этим специальностям, или по другим тоже? Толковых управленцев очень не хватает, отмечают участники видеомоста. Для привлечения новых кадров в республике уже не первый год реализуется проект «Практика под заказ». В рамках программы студенты, обучающиеся в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара, могут пройти практику в госучреждениях и органах власти. Для выпускников действует проект «Трудоустройство под заказ». Если ребята говорят о том, что они хотели бы попробовать себя в определенной отрасли, вне зависимости от того, вот как мы сегодня слышали, либо это работа с молодежью, либо это производственное объединение, начиная с химического производства и заканчивая лесопромышленным комплексом, то мы подбираем соответствующую организацию, и если ребята не боятся, то они успешно трудоустраиваются. Разумеется, ребята должны понимать, начинать им придется, возможно, в сельском муниципалитете и не на самой высокооплачиваемой должности. Но зато впереди их будут ждать хорошие перспективы. Как отметила министр образования Наталья Михальченкова, карьеру можно построить и здесь, начав с должности лаборанта в Академии госслужбы. И чтобы молодежь, которая получает образование в других регионах, поняла это, нужно чаще проводить такие встречи. Кроме того, помогать студентам в создании проектов, которые могли бы реализоваться в республике. Это и частные сады, и доставка пассажиров, и уход за престарелыми людьми. Примеров множество. Речь идет и о молодежном предпринимательстве, и о проектах в социальной сфере в рамках некоммерческих организаций. Сегодня и по первому, и по второму направлению государством предоставляются дополнительные субсидии, дополнительные меры поддержки и стимулирования этой деятельности. Впрочем, студентов по ту сторону экрана пока больше интересует работа с молодежью и туриндустрия. И то, и другое для республики актуально, отмечают в Коми. В районах открываются многофункциональные молодежные центры, туризм развивается. Но специалистов для реализации проектов не хватает. Так что новые кадры в республике очень ждут. Елена Кононова, Алексей Паршаков, телеканал Юрган.